Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Руссошественники». Мы продолжаем говорить о других национальностях в России. Сегодня мы будем говорить об персианском языке, на котором говорят в Республике Мордовия. Мой сегодняшний гость не только активист персианского языка, но также участник народной музыкальной группы Торома, а также киносценарист и актер в фильме «Асар», первом фильме на персианском языке. Добро пожаловать, Александр Учеваткин. Шумбрачи, Янс. Чумбреши, это что значит? Шумбра добрый или здравый, чи это день. Как буквально, хорошо. Или как марийцы говорят, если с марийским сравнивать, парочи. Парочи. Да, но для людей, которые ничего не знают об персианах и их языке, расскажите немножко, кто они? Но нужно сказать, что когда эрзяне, раньше эрзян и макша нас называли поволжские финны наряду с другими народами Поволжья, и основное место обитания, ареал, расселения нашего народа – это междуречье изначально Оки и Волги, то есть Нижний Новгород. Вот. И это, можно сказать, самый крупный народ среди российских финно-угорских народов. И еще в 1989 году Эрзи и Мокша в совокупности было 1 миллион 243 тысячи человек. И из этих 1 миллиона 240 с лишним тысяч человек, где-то, наверное, 900 и около миллиона было эрзян и людей, которые знают эрзянский язык. Поволжские финны, местное население. Можно, если так сказать, аборигенное население вот этого центральной России. Интересно. Но расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Ваш родной язык эрзянский, да? Да, я родился в эрзянском селе Сабанчеево. Первый язык, который я усвоил, это эрзянский. То есть все, что меня окружало, и до сих пор я туда приезжаю, было на эрзянском языке, и потом немножко в садике, в школе, телевидении, там газеты, учебники уже начинались на русском языке. Даже я помню, я учился читать, и первые там буквари были тоже, в том числе на эрзянском языке. Сейчас такого нет, но раньше было так. Да. Но это как вы сами храните свой язык сейчас? Ну, я сейчас уже с 2004 года живу в Саранске, поступил в институт. Это 100 километров от моего села, Саранск, столица Республики Мордовия. Вот. Сейчас каким образом я храню язык? Ну, во-первых, я учился в институте на педагога, учителя эрзянского языка. 5 лет изучал этот язык, потом учился в аспирантуре, защитил диссертацию по эрзянскому языку. Вот. На данный момент реализуем различные проекты, поем, воспитываю сына и тоже стараюсь, чтобы у меня жена русскоязычная, и я хочу, чтобы я не был одинок в этом и было с кем поговорить дома. Да. Вот. Но с сыном говорите? С сыном говорю, да, но не все так гладко, как хочется сказать, да, что он родился и прям все говорит, и все замечательно. Но я этого не могу сказать, так как среда, садик, среда русскоязычная, и сын, когда он растет, сначала он, кстати, он выучил счет до 10 на эрзянском, потом на русском, потом он осматривается вокруг, любой ребенок, и спрашивает, почему эрзянский, где на нем говорят. Такие, можно сказать, неудобные вопросы, и приходится ему отвечать на них. Например, он говорит, в Англии говорят на английском.
в Саранске на русском, а где на Ирзянском. Такое возможно тоже. Да. Я ему объясняю, что в Саранске говорят на Ирзянском, в Атяше, на моей родине, а он отвечает, в Саранске не говорят. И методично, я же педагог, я ему вот это методично объясняю, показываю. Приходится снимать фильмы, приходится петь в фольклорном ансамбле, приходится переводить ВКонтакте на ирзянский язык, чтобы ребенок чувствовал, что ирзянский язык, он живой, это не миф отцовский, то, что его нужно сохранить, а он живет и функционирует, этот язык. Да, это важно. Но вы достаточно молодые, можно сказать. Сколько вам лет? Ну, мне 33 года. Да. Ну, это как... Да. А много людей вашего возраста говорят по-эрзянски. Но что касается людей, которые, например, можно сказать, из района, которые не родились в городе Саранске и моего возраста, в основном все говорят по-эрзянски, потому что они выросли в этой среде. На данном этапе происходят такие моменты глобальные, то что в селах, в деревнях, поселках люди уезжают, нет работы, и получается, что детей все меньше и меньше, и с каждым годом все меньше людей, которые говорят так же, как я. А вот я со своими сверстниками, я свободно общаюсь. Да. Но получается, что они детям это дают в меньшей степени. То есть они знают, на каком-то уровне, детям уже дают в меньшей степени. Повезло тем детям, у которых отец и мама эрзя, и они все равно между собой говорят на эрзянском, хоть в Москве, хоть в Саранске. Да. А возможно ли изучать эрзянский язык в университете или в школах? Ну да, что касается школ, да, в школах возможно, у нас изучают, там, где эрзя непосредственно живет. Что касается города Саранска, то и всей нашей республики, что дети всех национальностей изучают в той или иной степени этот язык, или эрзянский, или макшанский. Дело в том, что у нас в Мордовии 3 государственных языка статус. Это русский язык, эрзянский и макшанский язык. Где-то эрзянский, где-то макшанский. То есть 1 час или 2 часа для детей русскоязычных в Саранске это в обязательном порядке. Ну, по волеизъявлению, то по желанию родителей практически все желают, изучают. Не могу сказать, что они вот становятся носителями языка, но они понимают, что это такое, они видят культуру, то есть они начинают понимать какие-то начальные навыки мы им даем языка. Ну, здорово. Да, но как я сказал в предисловии, вы участник народной группы. Расскажите об этом проекте, пожалуйста. Ну, я расскажу, как опять свяжу все свои работы. Я являюсь учителем, и когда детям рассказываешь на уроке, какой язык хороший, там культура хорошая, это все да, но детям нужны конкретные примеры, то есть не из учебников. И когда они видят, что их учитель является частью фольклорного ансамбля, допустим, да, я им включаю песни, мы делаем аудирование, слова, которые мы изучили. Фольклорный ансамбль Торома был создан в 1990 году Владимиром Ромашкиным. Это энтузиаст, гениальный человек нашего народа. Он создал в тот момент, когда песня, вот именно мужское исполнение было утеряно, и он по крупицам собирал. Он был и ученый, он был и общественный деятель. Его волновали вопросы такие, как сохранение языка, культуры, идентичности. И он создал фольклорный ансамбль Торома, и в 1994 году они первый состав выиграли конкурс «Всероссийские лучшие голоса России». И
Путешествовали по всей Европе. Дания, Швеция, Париж, Финляндия постоянно, Эстония как родной дом, ну, Польша и так и далее. Кстати, в Эстонии был даже фан-клуб, и до сих пор мы приезжаем в Эстонию, встречают нас и по нашим концертам с нами путешествуют Ну, некоторые это люди. как здорово. То есть Да. это ансамбль многоголосия, то есть мужское многоголосие. Обычно говорят, что-то подобное есть только у нас и у грузин. Да. Сравнивать, такое сравнение. Ну, это здорово, да. Вы были везде. Да, и на данном этапе фольклорный ансамбль Тора имени Владимира Ромашкина мы не только поем и записываем песни фолк, но также есть параллельные проекты фолк-рок. И проекты мы в прошлом году, кстати, сняли фильм документальный. И, кстати, сегодня уже работаем над вторым фильмом. На днях выйдет он, документальный фильм. То есть мы разбираем песни на эрзянском языке, которые поют. Они с виду очень простые, но с глубоким смыслом, и мы эти смыслы пытаемся людям донести, что не просто там, допустим, поется о хмеле, а это какое-то послание народу, это мудрость определенная. Да. А документальный фильм доступен в интернете? Документальный фильм пока недоступен. Мы делаем, вы понимаете, сейчас поделюсь таким моментом, почему мы так делаем. Почему-то в обществе так принято, если это бесплатно, то это, наверное, бесплатно можно посмотреть, это не так важно. То есть это психология современная почему-то. А если это не так совсем доступно, как, психология человека, если плод запретный, то до него пытаются дотянуться. И мы делаем какие-то такие моменты, что мы делаем онлайн-трансляции этого фильма. В Саранске делали презентацию, потом в Пензенской области, в интернете делаем онлайн-трансляцию. Ну, можно сказать, мы играем со зрителем, чтобы подогреть интерес к этому, ко всему. Но это документальный фильм, это на русском или на эрзианском? На эрзианском языке, и внизу мы делаем субтитры на русском. Для того, чтобы человек понимал, о чем идет речь. Да. Это важно. Но давайте поговорим о вашем фильме «Азор». Что значит название «Азор» и о чем фильм? Ну, я уже сейчас рассказал про торомовские фильмы, но до торомовских фильмов в 2015 году мы очень сдружились с Виктором Чичайкиным. Это, можно сказать, поп-исполнитель нашего народа. Уже более, наверное, 25 лет он исполняет, пишет песни на эрзианском языке. Даже если интересно, могу сказать, как мы с ним познакомились. Я был студентом, и я когда увидел, что песни современные исполняет на сцене, современно, выходит на дискокассетах, я стал ему помогать там с билетами, там где-то помогал таскать аппаратуру даже, можно сказать. И в 2015 году мы все-таки решили с ним снять фильм. Эта идея у нас была где-то в 13-12 годах, но, наверное, мы тогда еще не созрели и стали думать, о чем бы нам снять фильм. Первый. Кстати, не было такого художественного фильма. И он музыкант, я простой учитель эрзианского языка. Вот. И стали думать тему, которая была интересна, и выбрали тему 13 века, когда вот в Поволжье было монгольское нашествие, и наш народ боролся за право оставаться на земле, говорить на эрзианском, за право жить физически. И мы выбрали тему. Азор с эрзианского языка означает «хозяин». Это история о том, как молодой парень, можно сказать, физически даже не столько сильный, а сколько сильный духом, попадает в плен, попадает в тяжелую ситуацию, и он находится на грани жизни и смерти, и перед ним ставят выбор монголы. Ты идешь с нами за нас, или тебя вообще не будет. И он делает выбор в пользу своей души и своего народа. Он сбегает из плена, видит, что
его родная деревня сожжена, родных нет, не может он найти, его ранят, и его находит эрзянская ведунья, которая лечит людей в лесу и приводит к его жизни, и он хочет отдать свою жизнь, все свои силы на то, чтобы спасти свою землю от захватчиков. Ну, а как вы придумали идею фильма? И расскажите немножко о съемочном процессе. Ну, идея была такова, что вот, например, у нас есть город Пенза, наверное, может быть, кто-то знает, рядом. И там было Золотаревское сражение. Вот на сегодняшний момент там найдено 2000 стрел, там найдены и ирзянские, макшанские вот эти предметы быта и других народов. То есть у нашего народа легенды, что наш народ, именно ирзянский, не поддался монголам, и до конца они защищались в лесах, и до конца... То есть наш народ очень упертый, и если что мы решили, значит так тому и быть. Решили мы снять фильм, значит мы его снимем. Без денег, без специального образования. То есть это голый энтузиазм и идея, огромное желание. И также наш народ, он если решил, что не будет отдавать землю, не пойдет на уступки, они стояли до конца. И мы взяли вот эту историю, что наш народ не поддался влиянию вот, чужеземцев, и взяли эту историю, придумали такой образ Азор, что означает хозяин. Вот. Взяли исторический аспект, что эрзяне не поддавались монголам, и придумали персонаж такой, образ, что молодой человек, он не поддается вот трудностям жизненным. Вот. Это также мы говорим, кстати, современным людям, что, например, сейчас некоторым трудно, некоторым очень комфортно, и люди забывают свой родной язык, культуру. Над хорошим всегда нужно работать, плохое получается само собой, а над хорошим приходится трудиться. И это посыл сейчас современным людям, что нужно трудиться над тем, чтобы наш язык и наш народ жил дальше. Потому что я просто приведу статистику. В 1989 году вместе с Макшанами нас было миллион там по 300 тысяч, 1 300 000, а сейчас 700 где-то тысяч. Это почти в 2 раза меньше стало. Это не только демография, это люди теряют свой язык и культуру. Yeah. Вот что касается съемочного процесса, делали мы все вдвоем. Я был и сценаристом, Виктор Чичайкин был и режиссером, он был и композитором, кстати, где-то целый час музыки он специально написал для этого фильма. Мы были и грузчиками, мы были и костюмерами, одевали, то есть мы на своих плечах все это делали, потому что это съемочный процесс, это очень дорогостоящая штука, а денег у нас не было, был энтузиазм. Так интересно. Это все сотрудники были волонтерами, грубо говоря. Но два сотрудника волонтера, я и Виктор. Но еще мы все-таки на главную роль позвали Павла Михайлова, он артист Мордовского драматического театра в Саранске, и он владеет эрзянским языком. Это тот пример, когда он родился в Саранске, но владеет эрзянским. Мы его пригласили на роль главную. А остальные люди, которые снимались в этом фильме, это не артисты. Это могли быть просто жители села, где мы снимали. Это могли быть жители села, которые умеют ездить верхом. Вот. И получалось, что мы, допустим, бывало так, что нужны нам лошади. Мы узнаем, что в селе Баево есть люди, эрзяне, у которых есть лошади, занимаются. Мы им рассказываем, показываем, вдохновляем их, и они нам помогают. Да. И все актеры в этом фильме говорят по-эрзянски. Исключительно все на эрзянском языке. Интересно. Вот. Но
Ну, один человек, ну, где-то у нас больше 30 человек в фильме участвовало актерского состава. И, ну, один Макшанин был, один русский тоже задействован. Интересно. Но фильм доступен как диск или в интернете с субтитрами или с лектором? Но когда вот мы сняли фильм в 2018 году, в 2017 году мы решили сделать закрытый показ. То есть прошло 2 года, у нас был какой-то материал, и мы решили показать узкому кругу лиц, где-то 50 человек. Это в основном те люди, которые, во-первых, и снимались в этом фильме, которые помогали нам с одеждой, может быть, с лошадьми, еще что-то. И нам небольшую сумму, но люди помогали от всей души. Ирзяне со всего мира, можно сказать, и со всей России, Казахстан, Германия, Санкт-Петербург, Москва. Вот небольшая сумма. И мы их пригласили, чтобы сделать закрытый показ. И после этого закрытого показа мы сделали определенные выводы и уже делали редакцию этого фильма. Вот. После того, как мы сделали редакцию этого фильма, вот не хотелось бы снять вот фильм, назвать его художественным, сказать, все, мы молодцы, и выложить, ну, в YouTube, да, чтобы посмотрели. Хотелось сделать вот такую красивую историю для людей, как примеров. Мы захотели сделать этот фильм, чтобы он был не просто в YouTube, а чтобы его показывали в кинотеатрах, чтобы был голливудский фильм, и рядом ирзянский показывали. Вот. Поэтому собирали мы, тут и мы сами в роли продюсеров выступили, собирали документы и поехали в Министерство культуры Российской Федерации, прошли все этапы проверки, документы, и нашему фильму дали прокатное удостоверение, бумагу, заместитель министра культуры России в Москве, то, что этот фильм у нас хранится в Госфильмофонде России, то есть фонд специальный, где хранятся все фильмы. Это уже наследие России, как говорится. И нам дали прокатное удостоверение, то есть это право транслировать этот фильм на телевидении, транслировать в кинотеатрах. Вот. И параллельно еще мы вели работу с Финляндией и с Эстонией. То есть мы делали субтитры на финском языке, делали субтитры на эстонском языке. То есть в 2018 году мы получили прокатное удостоверение. Министерство культуры, это тоже сами мы делали исключительно. Сделали примерный показ в Саранске, где-то 600 человек, переполненный зал театра. Но это история такая этого фильма. Потом мы поехали по 6 городам Финляндии, показывали. И лично я ездил в Финляндию. И Тампере, Оллу, Кеми, Хельсинки и другие города. Мы, во-первых, рассказывали, кто такие эрзяне, что это, можно сказать, родственники финнов по языку, по духу. И смотрели фильм, и потом разговаривали. Кстати, финны воодушевились больше всех, потому что им это было очень интересно. Допустим, они видят, говорят по-ирзянски «кал». «Кал» – это рыба по-ирзянски, а по-фински «калла». Они говорят, на субтитрах показывают, смотрите, вот типа, например, или цифра «колма» по-ирзянски 3, по-фински «колма». Они сразу удивляются, говорят, точно есть. Вот такие моменты. То есть они и слышали, и видели это на экране по-фински. Потом мы с Финляндии я сел на паром, поехал в Тарту, в Эстонском национальном музее. Мы показывали с эстонскими субтитрами в 2018 году осенью. И на следующий день в Таллине, тоже в кинотеатре. Вот. Это вот такая красивая история была с Азором. Но нам показалось этого мало. После поездки в Финляндию, в Эстонию, потом я летал в Кудымкар, Коми-Пермяцкий округ. Показы для коми-пермяков тоже, это на русском языке. Мы решили сделать такую историю, а почему да нам не замахнуться и не показать фильм, чтобы люди шли просто в кинотеатр, покупали билет, и у них на экране эрзянский фильм. Вот такая это была мечта, чтобы довести вот этот проект
не просто как фильм, а его довести как фильм, который живет по всем законам жанра. Прокатное удостоверение, кинотеатр, телевидение. Вот мы это сделали, договорились с самым крутым кинотеатром Мордовии, самым посещаемым. И в течение 2 недель у нас был прокат. Я помню, был Робин Гуд, картина такая, и Азор. И нам позвонила директор кинотеатра, девушка, она говорит: слушайте, сегодня было 2 премьеры, Робин Гуд, Азор. На Азор пришло больше. Ну, здорово. И мы делали, 1 день показывали на эрзянском языке, чисто на эрзянском, а второй день с русским переводом, голос был русский. Да. Ну, А это... потом поехали мы еще по деревням, там, где живут эрзяне, мы поехали, показывали. И нам очень было важно не только фильм показать, но с каждым человеком пообщаться и сказать, почему мы это делали, для чего. Да, ну это важно, да. Ну хорошо, но давайте вернемся к эрзианскому языку. Сколько носителей сейчас? Сказать, сколько носителей, это достаточно сложно. Я скажу почему. Вот здесь один есть проблемный момент. У нас вот 2 близких народа, Эрзи и Мокша, в Республике Мордовия. Вот. И в наших языках, макшанском и эрзианском, это самые близкие языки, и по языкам мы самые близкие и самые родственные. Но у нас ни в макшанском языке, ни в эрзианском нет слова мордва, допустим, да, нас называют как русские. Вот. Когда, допустим, финны говорят «мина олен соумалайнен», а мы говорим «мон эрзия», «мон мокша», а слова мордва не существует. И в последнее время в тенденции в 21 веке по переписи населения нас записывали мордвин и язык мордовский. Я считаю, что это неправильно. Объясняю почему. Когда человек пишет мордвин и язык мордовский, мы не можем понять, сколько из эрзян, сколько макшан, сколько человек владеет эрзянским языком и сколько макшанским языком. А если мы не знаем информацию, то мы не можем делать анализ определенный, и чтобы эти языки не пропали. Но по моим подсчетам, эрзян где-то сейчас около 500 000, 500 000. Ну, боюсь ошибиться, но самый позитивный прогноз – это 300 000 носителей. Это самый позитивный прогноз. Да, это как я смотрел на перепись носителей населения 2010 года, что 57 000 человек считают себя эрсианами и 5 000 мошками. Мокшами. Но больше 7 000 мордовцами. Но почему так много россиян считаются себя мордовцами, но так мало говорят на мордовском языке? Сейчас тоже сделаю замечание такое корректное, то что в принципе мордовского языка нет. И большая ошибка, когда люди говорят вот мордовский язык, да, как такового мордовского языка нет. Есть эрзянский язык, его еще называют эрзя-мордовский язык. Есть макшанский язык, его тоже в литературе называют мокша-мордовский язык. Есть мордовские языки. В филологии есть понятие. А самого мордовского языка, когда говорят, я говорю на мордовском языке. Это как филолог я как бы против этого. Да. Но почему так многие считаются себя мордовцами? Это просто... это, конечно, моя позиция. Я просто думаю, что у людей слабые чувства самосознания, и то есть им не важно. Вот они знают, что есть Республика Мордовия, и они называют себя мордовцами.
Моя позиция, если человек мордвином себя называет, это его право. Я допустим, себя Эрзей называю. Но я также понимаю, если человек называет себя там мордвином, или у некоторых есть такие понятия, я Эрзя Мордвин, я Эрзя и Мордвин. То есть я это принимаю. Основная задача, чтобы этих людей не потерять, чтобы они понимали, что есть у них эрзянский язык, что есть эрзянский народ, как бы они не воспринимали как отдельная единица или как составная часть чего-то большего, как называют мордовским, да, народом. Я думаю, здесь нужно приходить к определенному компромиссу и эрзянам, и мордовцам, чтобы не раствориться. Да. Ну, И на мой взгляд, что человек, который себя называет, например, мордвином, он в большей степени оторван от корней. Ну, я так считаю. Это может ошибочно, но я считаю так. То есть самосознание более слабое. Да. То есть человек, когда особенно он не владеет языком, он говорит, я мордвин. То есть я мордвин, языка не знает. То есть он не знает особенностей, нюансов кое-каких не знает. А я знаю нюансы. Да. Это просто, что я думаю, что это для меня это замечательно, что они, по крайней мере, считаются себе мордовцами, но тенденция во многих других народов в России это, что больше и больше считаются себе русскими, например. И я думаю, что это интересный факт, что еще так достаточно много. Это больше 7 тысяч, больше 700 тысяч человек в России считаются. Это мне интересно. Просто хочу сказать, что это гордость. Что вы думаете? Это гордость своей республики или своего народа? Ну, да, я думаю, и вот еще такой момент хотел я тоже сказать. И я не сторонник, есть такие высказывания, что Эрзя Мокши разные народы, что мы там генетически разные, что мы по культуре разные. Я не скрою, есть различные моменты, которые нас разнят по одежде, по языку, по менталитету, по внешнему виду. Но здесь вопрос вот в чем. Мы будем искать точки разъединения или мы будем искать точки по языку, а язык это философия, язык это душа. По языку мы с ними большие родственники. И для меня, как для человека, это очень дорого стоит, и это достаточно, что мы с ними по духу родственники. А там другие нюансы. Можно искать, насколько мы разные, а можно искать, насколько мы близкие родственники. Вот. И вот статистика, если в начале 20 века, там ближе и в середине, когда переписывали людей, вот такая статистика есть. Не могу сейчас точно сказать источник. Вот, я найду, потом вам скажу, что мордой себя называли люди, которые немножко оторвались от своей общности. То есть они начали забывать язык, как-то уходили от этой культуры и говорили, я мордвин, я вот такой, я ваш. Ну, я уже чуть куда-то отошел к другим, но я ваш. А Эрзи Мокши называли себя люди, которые, например, непосредственно живут в этой культуре, в этом языке, в этой общности. Вот так. Получается, что раньше было мало мордвы, но много Эрзян Макшан. Сейчас, это и связано, конечно, с нашей республикой Мордовия, которую мы любим, уважаем. Здесь и само слово Республика Мордовия, оно играет роль. Теперь много мордвы, но меньше Эрзян Макшан получается. Да. Ну, это как эрзянский язык отличается от мокшанского языка? Вы понимаете друг друга? Я уже сказал, что он самый близкий из всех языков для эрзянского языка, мокшанский. Все зависит от диалекта. В принципе, я на
некоторые диалекты я понимаю на 80-70%, но мне проще, я же лингвист, поэтому мне проще. Некоторые диалекты мне понимать сложнее. Очень большая разница в фонетике особенно. Что касается лексики, то слов общих достаточно много. Счет, формы какие-то. Но я считаю процентов на 60-70 где-то это одинаково, язык наш одинаково. Интересно. Ну, достаточно ли делается, чтобы сохранять эрзианский язык и эрзианскую культуру? Я думаю, как только мы скажем себе, что мы делаем достаточно для своего эрзианского языка и культуры, можно открывать музей и показывать, как мы сделали достаточно. И я думаю, для всех культур всегда недостаточно, и для русского языка недостаточно делается, и для всех языков человек должен стремиться к тому, чтобы его народ, его язык постоянно развивался. Как только мы скажем, мы делаем достаточно, все нормально. Делаем много, но еще нужно делать больше. Допустим, я когда преподаю язык в школах для русскоязычных детей, да, и эрзианские дети, макшанские в классах попадают, меня волнует всегда мотивационный момент. Вот я преподаю им эрзианский. Они задают мне вопрос, зачем? Зачем он нужен? Для чего? Для карьеры или для чего-то. Поэтому приходится петь в фольклорном ансамбле, чтобы дети ходили на концерты, понимали, о чем эти песни, чтобы они это видели на сцене. Приходится с ними ходить в театр. У нас в Саранске театр есть, национальные постановки замечательные на эрзианском, на макшанском языке. Вот. Приходится снимать фильмы, чтобы им потом сказать, а вот видите, а вот в кинотеатре идет эрзианский фильм. Вот. И на радио идет. Кстати, может, я, наверное, вам не сказал, в 2011 году мы также перевели ВК, очень популярная социальная сеть, перевели ВКонтакте на эрзианский язык. То есть я был основным переводчиком, начали переводить это Джак Рютер и Андрей Петров. Вот. Джак Рютер лингвист, Андрей Петров эрзианин, активист. Вот они начали, меня привлекли, и я заразился этой идеей. Тоже, чтобы, например, я на уроке что-то детям даю, например, какие-то слова. Я же не говорю, что вот посмотрите, ребята, вот есть музей, есть слова такие были, и где-то там далеко-далеко-далеко чаще леса разговаривать на эрзианском языке. Нет, очень важно, что эрзианский язык должен звучать в городе, в кинотеатре, на эстраде, на сцене, где угодно. И я на уроке могу с телефона или с проектора показать, вот, переводите слова и смотрите, что этот язык живет тоже в интернете. Ну, здорово. Ну, а последний вопрос. Какое будущее у языка? Вопрос очень сложный. Мы все... Вот у нас достаточно много активной молодежи, и пишутся песни на эстраде, вот снимаем фильмы, делаем видеоматериал, мультфильм сейчас переводим с датского языка, кстати. Вот. Мы всеми силами стараемся, чтобы не пройти точку невозврата, когда будет невозможно вернуть язык. Хотя есть примеры в истории, когда точка невозврата пройдена. Допустим, есть у нас народы, которые возродили свой язык совсем с самого нуля. И мы прилагаем сейчас все силы. Но, как говорят по прогнозам, что язык угасает, и все языки, которые малые языки, они угасают, идет процесс, что английский язык поглощает другие языки. В России это русский, китайский свое делает, вот такие самые современные. Но мы изо всех сил стараемся, чтобы эрзианский язык был модным, чтобы на эрзианском языке говорили, и был материал, например, определенные знаки, звуки, фильмы, что без этого языка
ну, нельзя посмотреть этот фильм, нельзя понять этот смысл, чтобы людям был интересен, чтобы он был конкурентоспособным. Если мы этой конкурентоспособности не сделаем вот сейчас, мы вот стоим, мы с другом всегда, с молодым лингвистом Александром Доличем всегда разговариваем, вот мы стоим вот на краю, шаг влево, пропасть, шаг вправо, твердая земля, и мы делаем шажочки вправо, чтобы ирзианский язык стоял твердо на ногах на земле и развивался, и рос. Ну да, ну это здорово. Но спасибо огромное, что вы пришли на подкаст. Угу. Да. На самом деле хочется всегда сказать очень много, о многом рассказать. Вот, и эмоций много, проектов много, задумок много, есть определенные моменты, объективные моменты. Я уже сказал, что есть глобализация, есть субъективные моменты, которые, допустим, мешают развитию языка. Но это, наверное, нормальный, естественный процесс. Живет дальше тот, кто более конкурентоспособный, сможет выжить в тех или иных условиях. Ну да, здорово. И как сказать «до свидания» на эрзианском? Вастумазунок. Повторите, пожалуйста. Вастумазунок. Вастумазунок. Вастумазунок – это до нашей с вами встречи. Или неемазунок. Да, не мазунок. Неемазунок. Не мазунок. И еще третий вариант вам подскажу. Шумбрасто. Счастливо. Шумбрасто. Шумбрасто. Угу. Шумбрасто. Ну, хорошо. Шумбрасто. Шумбрасто.